Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии осудили 3 жителей Кобяйского района. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Пьяные мужчины в сентябре 2017 года, увидев на одной из центральных улиц села Кобяй остановившийся автомобиль, потребовали выйти из салона находившихся в нем людей, которые возвращались с охоты. При этом стали выражать им свои претензии. В это время потерпевший, желая помочь своим товарищам и погасить разгорающийся конфликт, вышел из машины и 3 раза выстрелил из ружья в воздух. Подсудимые набросились на него и избили. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие виновность всех 3 подсудимых в совершенном преступлении. По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Кобяйского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Приехавшего в командировку мужчину ограбили в Якутске. 40-летний пострадавший сообщил о краже имущества из квартиры. Мужчина приехал в командировку в Якутск из Екатеринбурга и арендовал квартиру. У подъезда своего дома он познакомился с мужчиной, который сказал, что якобы забыл ключи, и впустил его в подъезд. Затем, разговорившись, потерпевший пригласил в гости нового знакомого. После совместного застолья подозреваемый, воспользовавшись тем, что хозяин был пьян, похитил ноутбук, шуруповерт, сотовый телефон, куртку, документы с банковскими карточками и сбежал. Полицейские по горячим следам установили местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 47-летний уроженец Верхоянского района. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты похищенный сотовый телефон, куртка и документы. Как рассказал сам задержанный, ноутбук и шуруповерт он успел продать другу, чтобы расплатиться с долгами. В его отношении возбудили уголовное дело. Житель Якутии решил заработать на биржевом рынке и лишился около 2,5 миллионов рублей. 54-летний нерингринец обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников. Он рассказал, что ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей брокерской компании и предложила торговать на бирже, покупать и продавать нефть, золото и так далее. Женщина уверяла, что вложенные деньги возвратятся обратно с прибылью и предложила вложить 500 тысяч рублей, на что мужчина согласился. Звонившая сообщила, что необходимо скачать на компьютер приложение AnyDesk, после чего попросила предоставить доступ к компьютеру для настройки брокерского счета. Далее на протяжении месяца женщина руководила его сделками, предлагая вкладывать большие суммы, чтобы якобы повысить уровень доходности брокерского счета. Спустя некоторое время злоумышленница сообщила, что сделки прошли успешно, и деньги она положила в банковскую ячейку, но для их вывода на карту необходимо оплатить 13% банковской комиссии за перевод, что составило 485 тысяч рублей. Мужчина перевел и эту сумму. При следующем разговоре потерпевшему сообщили, что ему необходимо оплатить еще 315 тысяч в качестве уплаты налога за вывод денег с ячейки банка. Только тогда мужчина понял, что общается с аферистами. В результате нерингринец лишился денег, которые взял в кредит. Польская полиция задержала 2 тягача, которые везли на ремонт старые советские танки Т-72 из частной коллекции. Машины оказались длиннее, шире и тяжелее, чем позволяли сопроводительные документы. Владельцы танков оштрафованы на 12,5 тысяч евро. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Ваши танки слишком большие и тяжелые для наших дорог. В среду польская полиция остановила неподалеку от города Петрków-Трибунальский в центре страны 2 тягача, перевозивших советские боевые машины Т-72. По словам инспекторов, у шоферов не оказалось соответствующих разрешений. Водители показали документы, но наши коллеги их забраковали. Когда они встали на весы, оказалось, что данные разрешения не подходят, поскольку в обоих случаях вес груза превышал 60 тонн. Один тягач весил 73,5 тонны, другой – 61. Кроме того, как заявили инспекторы, в длину и ширину танки также превышали допустимые габаритные размеры. Все это является нарушением правил дорожного движения. Владельцы боевых машин, перевозимых для ремонта в город Гливице на юге страны, были оштрафованы на 12,5 тысяч евро. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.